Интерактивный анатомический стол, который позволит студентам изучать в 3D-формате особенности организма, появился в ЧГУ. Кроме того, в Госуниверситете обновили один из корпусов. Сегодня в здании медицинского факультета встречали гостей. Среди них была и моя коллега Оксана Замятина. Особое внимание гостей обратили на учебную лабораторию. Главу республики и руководство профильных министерств ознакомились с новым оснащением. В лаборатории оборудование не только учебного, но и исследовательского класса. Заведующая кафедрой общей и клинической морфологии и судебной медицины Наталья Голубцова рассказала о возможностях цифровой микроскопии, которую будут постигать в этих стенах студенты. У ребят новые цифровые микроскопы с возможностью визуализации. Они дают возможность лучше как-то узнавать удивительный мир природы, который мы видим вот в срезах гистологических. Такой возможности раньше не было. Мы можем абсолютно все разглядеть. Например, вот эта фотография, мы можем сфотографировать, потом вот нам обычно преподаватель показывает на этих фотографиях различные структуры. Мне кажется, это очень удобно. Министр здравоохранения Владимир Викторов, оказавшись в одной из поточных аудиторий, не упустил возможности подсесть к студентам и вспомнить свои годы учебы. Вы действительно посмотрели, какими шагами сегодня развивается сама медицина, да? Развивается образование. И вот сейчас здесь конкретно надо говорить про 62 миллиона рублей, которые вложены. Из них 22 миллиона – это субсидии с федерального бюджета, 40 миллионов вложено на ремонт. Я помню это здание, и теперь мы с вами видим совсем другой уровень в цифровизации микроскопа. Вы видите, да, соединенные между собой. Один комплект стоит более 2 миллионов рублей. Это говорит о чем? Сегодня медицина, развиваясь вперед семимильными шагами, и мне приятно выпускнику сегодня находиться здесь, в присутствии главы, то, что открыли после капитального ремонта. Михаил Игнатьев вручил сертификаты обладателям молодежных стипендий, а также ознакомился с другими учебными аудиториями, например, судебные экспертизы. За круглым столом глава республики пообщался с будущими медиками. Основные вопросы, которые задавали студенты, касались открытия современных больниц, создания новых рабочих мест, а также развития в республике, перспективы для карьерного и исследовательского роста молодых специалистов. Кроме того, ребята интересовали телемедицинские технологии и сотрудничество со специалистами из других регионов. Владимир Викторов отметил, что уже есть договоренность с одним из ведущих медицинских учреждений страны. Колосичев договорился с академиком Шахто Евгением Владимировичем о сотрудничестве. Баллы должны быть конкретно не ниже 290, да? Плюс гарантированная ординатура. То есть наши специалисты целенаправленно по целевой подготовке будут ездить туда, проходить специализацию, потому что это учреждение многогранное. И центр имени Алмазова подписал соглашение Всемирной организации здравоохранения как апробационной площадке. Есть свои наработки, она будет еще и толкать Европу, по всему миру, но и медицинский туризм, который нас тоже очень сильно интересует. Так что все в ваших руках. Оксана Замятина, Семен Антонов, Вести, Чебоксары.